Так, чеченский след, рязанский сахар. Почему от вас, свободных россиян, спрятали дело о рязанском сахаре? Что от вас засекретили на 75 лет? Правда, которую вам нельзя знать. Абсолютно согласен. И мы переходим к нашей постоянной теме взрывы домов в 99 году. Так, начнем со взрывов домов, жилых домов в России в сентябре 99 года. В сентябре 99 года в городе Буйнакске, 4 сентября 99 года в городе Буйнакске, Дагестанская республика Дагестан, Российская Федерация, произошел взрыв жилого дома. В результате этого взрыва погибло 16 человек, 64 человека. 64 человека. В основном в этом доме проживали военнослужащие российской армии. И этот взрыв русскими террористами из ФСБ был сделан для того, чтобы связать спасательную операцию Шамиля Басаева по деблокировке нескольких населенных пунктов в горной части Дагестана на границе с Чечней, с Чеченией. И нужно было показать, Басаев провел эту спасательную операцию, вывел женщин и детей, басаевский отряд, и вернулись обратно в Чечню. Без согласия официальных властей города, тогда еще города Грозного, еще не нет уже тогда города Джохара, Чеченской республики Ичкерия, без согласия, осуждением президентом Чеченской республики Ичкерия, эту спасательную операцию на свой страх и риск Шамиль Басаев провел. Здесь стоит напомнить, что Шамиль Басаев и люди, которые с ним пошли на эту спасательную операцию, были рядовыми гражданами Чеченской республики, не занимали никаких постов на тот период времени. Здесь уместна аналогия с террористом Гиркиным, русским террористом Гиркиным, который является полковником ФСБ, матерым убийцей, который находится сейчас находился какое-то время, сейчас, одну минутку, который какое-то время находился в Украине и которого поддерживала Россия, которого поддерживал Путин, президент России, который поддерживал вот этих всех бандитов и террористов, что в Крыму, что на востоке Украины. В отличие от Гиркина, Басаева не поддерживали чеченские власти, поэтому это никак не является поводом объявления войны, так называемым в юриспруденции казусом белли. Но для того, чтобы привязать Басаева к этим терактам, пришлось своих военнослужащих, подогнав грузовик к дому этих военнослужащих, где проживали женщины и дети. Как обычно, русские военнослужащие утерли нос, и вообще никто по этому поводу не возмущался. Первый взрыв дома произошел 4 сентября 1999 года в городе Буйнакске. Затем, через 5 дней, последовал следующий взрыв, уже 9 сентября 1999 года, где погибло 109 человек. На улице Гурьянова произошел этот взрыв в Москве. Второй дом был взорван 13 сентября 1999 года. В этом взрыве погибло, это на Каширском шоссе произошло, 118 людей погибло. В Волгодонске через 3 дня, 16 числа, также был взорван дом, где погибло 19 человек, тоже подогнали грузовик и взорвали вот этот дом в Волгодонске. Следующий взрыв ожидался, 5-й уже по счету взрыв, ожидался
где-то числа 19-20 сентября. Но бдительный гражданин Рязани, улица Новоселова, 14/16, Алексей Картофельников заметил двух мужчин и одну женщину, которые заносят мешки в подвал их дома. На что он вызвал полицию, и после этого были задержаны. Через какое-то время они успели скрыться с места преступления. Через какое-то время были задержаны два человека, которые, выяснилось, потом оказались сотрудниками ФСБ, которых вывел из-под удара Николай Платонович Патрушев. Человек, который сейчас владеет Россельхозбанком, его сын сейчас входит в правительство, который был руководителем этого банка, ну и много чего еще принадлежит, не только Россельхозбанк, но много чего принадлежит вот этому преступнику и террористу Патрушеву, Николаю Патрушеву. Это Николай Патрушев сказал, что это были учения, что мешки, которые нашли в подвале дома, и за эти 2 дня, пока задержали этих 2 ФСБшников, уже провели экспертизу, и выяснилось, что это гексоген, взрывчатое вещество, находится в этих мешках. Потом нам поведал Патрушев, на тот момент директор ФСБ, Николай Патрушев, поведал, что это был сахар, и были это учения. И теперь мы возвращаемся к нашей основной теме, нашей постоянной, точнее, теме, это не основная тема, возвращаемся к самому моменту этих взрывов. Моменту и что следовало до и после этих взрывов. Надо напомнить для всех, особенно для русских, которые пошли скопом топить в крови чеченский народ, обвинив нас в этих преступлениях, что русскими убито от 160 до 180 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия после этих взрывов. До этих взрывов в Первую русско-чеченскую войну убито от 120 до 140 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Общей сложности русскими фашистами убито около 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе наших граждан нашей страны, русских по национальности, ну и других национальностей, хотя геноцид целенаправленно было уничтожение чеченского народа. Русских целенаправленно не убивали, но бомбили всех подряд. Хотя были эксцессы, и русских тоже некоторые вот эти садисты из России, которые пришли, убивали и русских тоже. Так вот, убийство 300 тысяч наших граждан нашло подтверждение в нашем заявлении, поданном правительством Чеченской Республики Ичкерия во главе с Ахмедом Закаевым и его заместителем Саид-Амином Ибрагимовым, который также является руководителем, президентом Международной ассоциации «Мир и права человека», который, кстати, сейчас решает вопрос с инцидентом во Франции, в Дижоне. Кстати, Саид Амин проживает сам во Франции, в Страсбурге. В этом заявлении было указано 4, мы обвиняем высшие политические и военные силы России в акте геноцида, акте агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, военных преступлениях и преступлениях против человечности. И еще раз для русских, когда вас в 99 году, взорвав 4 дома, убили 307, по моим данным 310 выходит, человек тогда погибло, нас после этого и до этого активно убивала ваша страна и продолжала убивать после, и продолжает убивать сейчас, в настоящее время, даже тут в Европе, где у них дотягиваются их мерзкие руки. Был такой политик, назвали его Борис Немцов. Борис Немцов предлагал мягкий вариант оккупации нашей страны, и он предлагал разделить Чечню на горную, равнинную, загнать нас в горы, разделить и потихонечку убивать наших лидеров, как он называл их, одиозных там наших лидеров. И
Борис Немцов, на минуточку, это самый адекватный из русских фашистов. Самый адекватный. Ну вот я тут нашел одно интересное видео. На этом видео Борису Немцову задают вопрос. Вы считаете, что вот взрывом домов в Москве причастны КГБшники, ФСБшники? И вот послушайте, что говорит Борис Немцов. Вы знаете, в 1999 году так случилось, наша съемочная группа была в Москве, и тогда произошли 2 взрыва в домах, в Печатниках, да, в Печатниках, по-моему, и на Каширском шоссе. И мы, кстати, вот буквально на 3-й день наша съемочная группа туда поехала, и сразу же начали говорить о том, что в этом есть след ФСБ. И господин Литвиненко, которого сейчас нет уже, вот эту версию развивал. Ваше отношение к тем событиям? Я знаю про эту версию. Я считаю, что выигравшим от этой истории стал Путин. То есть политические очки заработал он. Перед угрозой терроризма он оказался тем, кто может нас спасти от него. То, что он по полной программе выжил все максимально возможное из этих взрывов домов, не очевидно. Но у меня есть сомнения, что это сделал КГБ и ФСБ. Вот у него есть сомнения. Вот 2012 год. Убит Литвиненко. Написана книга уже Литвиненко. Трепашкин провел уйму расследований. Убит Щикочихин, Головин. Кто там еще? Еще один генерал был, тоже его убили. А вот для него это не очевидно. Очевидно, что Путин извлек выгоду, и вот Немцов, видимо, хочет сказать, что вина не ФСБ, а вот отдельно какой-то группировки. Ну, послушайте. Эти сомнения вот какие. Я знаю про вот эти книжки «КГБ взрывает Россию», которые Литвиненко написал. Знаю. Я смотрел фильм. Сомнения у меня следующие. Сомнения очень неубедительные сомнения, скажем так, у Бориса Ефимовича. 15 лет люди, квалифицированные люди, которые работали в КГБ, из КГБ ушли. Ушли в частный сектор. Представить себе, что там остались такие отчаянные, которые способны вот это все взорвать, трудно. Уровень квалификации этих чекистов такой низкий, что они, по-моему, вообще ни на что не способны. Уровень квалификации низкий, поэтому он не верит, что это ФСБ. И не из-за уровня ли квалификации были раскрыты эти преступления. Если бы это были квалифицированные убийцы, подготовленные должным образом, то, конечно, бы все произошло по-другому. Потому как они мне провокации устраивают, я могу сказать, что они очень низкоквалифицированные. Ну, за то, что низкоквалифицированные, ну и так далее, Борис Немцов считает, что они не могли этого сделать. И теперь мы знаем, что случилось с Борисом Ефимовичем. Так, сейчас мы тогда перейдем, быстро обсудим еще этот вопрос и эту тему, и оставшееся время посвятим другим нашим темам. Вот, минуточку. Преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Так, давайте сначала. Этих людей людьми, их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Бешеный зверь. Это Владимир Путин, бешеный зверь. Владимир Путин, президент, царь фашистской России. Ты бешеный зверь. Ты хуже бешеного зверя. Не государству. Это вызов народу. Минуточку. Опять надо обратить внимание. Это не государству вызов, а народу. Это говорит о том, что Путин, как в случае с захватом Крыма, делает весь российский народ соучастниками этого преступления и дальше посылает воевать. И тут он говорит, это не вызов государству, типа не государственным органам, которые должны там ФСБ, полиция, милиция или там военные там что-то должны решать.
а всему народу. Значит, все должны мобилизоваться, срочники должны прийти, все должны всех чеченцев по всей России гнобить, сажать, убивать, преследовать, дискриминировать, не сдавать квартиры, избивать. Ну, по возможности, не всегда получалось, ну, по возможности, да. Слава Богу, хотя бы боялись. Если бы не боялись, они бы от нас ноги вытирали бы. И вот тут он делает, как с Крымом, соучастниками, делает всех вот этих русских имперцев, ну, фашистов. Они рады. Которая началась 4 сентября. Тогда погибло 37 человек, большинство из них в Москве. Террористы использовали гексоген, взрывчатку, похожую на сахар. Десятки мешков закладывались в подвалы домов и грузовики. Взрывчатку приводили в действие по ночам. Власти просили россиян быть бдительными и обещали охранять их дома. Вы на минутку, сейчас, одну минутку, надо это вернуть. Сейчас, где этот бешеный пес? Сейчас мы найдем. Если вы сейчас видите, сзади за бешеным псом стоит английский полицейский, если я не ошибаюсь. Скорее всего, это английская фуражка полицейского. Так вот, этот бешеный зверь в 99 году, когда он уже пойманный ФСБшные террористы, всем все известно, приглашается Тони Блэр, его лучший друг, он ему дает санкцию: давай, делай, что хочешь, ты там, Володя, работай, короче говоря, ну там, помогай им там, видимо, финансовые или еще какие-нибудь интересы, других я просто не вижу интересов. И вот человек находится в Лондоне и рассказывает, что бешеный зверь рассказывает о бешеных зверях. Так, пойдемте дальше. Я вам просто напомню, что это он все говорит в Лондоне, в Англии, по крайней мере. Ну, это, конечно, ничего удивительного. Путина пригласили в G7 после этого. Он стал G8, она потом стала. Путин в G20 заседал. Путин весь такой уважаемый человек. Джордж Буш посмотрел ему в глаза и увидел что-то людское в этих рыбьих глазах. Я не знаю, как можно было что-то увидеть. Наверное, родственную душу встретил Буш, когда увидел в нем. По-другому нельзя просто понять, почему он увидел в нем какую человечность. Давайте вернемся к видео. Люди патрулировали свои дома. Организаторами взрыва официально назвали боевиков Северного Кавказа. Открытые медиа — это медиа Ходорковского. Мы должны понимать, что Ходорковский такой же фашист, как и Путин, и 99%, 98% россиян. Ходорковский. И вот тут он нас называет боевиками Северного Кавказа. Хотя речь шла конкретно о Хаттабе и о Шамиле Басаеве. О Шамиле Басаеве я вам раньше показывал. Шамиль Басаев на себя эти взрывы, конечно же, не взял. Потому что он никогда не делал ни до этого, ни после этого. Ну, чтобы вы понимали, все, кто нас называет боевиками, это фашист Ходорковский, которого мы еще спросим, обязательно спросим, за первую русско-чеченскую войну, где он там финансировал и помогал, обязательно. И во вторую, правда, сидел мерзавец, но ничего, хватит с него и первой. Но выдвигались конспирологические версии, да, конспирологические. Я не знаю, почему это конспирология, если все уже известно, если уже там практически полностью все 100% доказано. Такое преступление, такой провал спецслужб, это просто это говорит о том, что Немцов прав, что уровень ФСБ, он вообще ниже плинтуса. Смотрите, что сейчас скажет Ельцин. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит
обновлять великую Россию. Вот у меня здесь возникает вопрос. Это обновлять, этот пьяный Боров сказал обновлять или обнулять? У меня момент. Значит, вот великую Россию обновление, может, Ельцин тогда уже был в курсе, что будет обновление, что Россия перестанет быть демократической страной, а станет монархией, тиранией. Ну, тиранией она, в принципе, не переставала быть. У премьера был очень низкий рейтинг, ему доверяли всего 10% россиян. Ну, я не знаю, насколько верна вот эта информация. Ходорковский, как любой фашист, конечно, соврет, недорого возьмет. Но у Ельцина на тот период времени был 2% рейтинг. Когда Путин объявил войну терроризму, смотрите, как говорит, а сзади стоит Шойгу, верный Шойгу, который заметает следы этих терактов, заметал следы этих терактов. Объявил войну терроризму. Ага, терроризму. Значит, не чеченскому народу, не Чеченской республике Ичкерия, а терроризму. Ну... Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Поэтому, говорит, теракты начали приписывать силовикам и лично Путину. Вышла даже книга «ФСБ взрывает Россию», которую признали экстремистской. А почему ее признали экстремистской? Вроде не за что. Ее соавтор, экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, умер от отравления полонием. Он скончался в Лондоне, где получил политическое убежище. Британский суд назвал Путина вероятным заказчиком убийства Литвиненко. Но это тоже вам нужно было показать, потому что тут важный момент был, как Ельцин выступает, и где этот мерзавец, бешеный зверь, Путин, говорит нам про взрывы. Про бешеный зверь говорит про эти взрывы. Что интересно я заметил по поводу этих взрывов. Когда говорят про эти взрывы, вспоминается Москва и Волгодонск. Но почему-то всегда пропускают мимо ушей и не говорят о Буйнакске. Не знаю, с чем это связано. Я думал над этим, почему каждый раз вот эти пропагандоны говорят про эти 3 дома взорванных, 2 в Москве, 1 в Волгодонске, и всегда забывают про Буйнакск. У меня 2 версии по этому поводу сложилось. Во-первых, может быть, это связано с тем, чтобы как-то военных не баламутить, да, не напоминать им, что их дом тоже взорвали. Во-вторых, это может быть связано, что, ну, там же кавказцы жили. В основном в Дагестане там и у нас в Чечне служат дагестанцы. По контракту наемники приходят там за 2 копейки, выполняют свой долг перед матушкой России. Так вот, может быть связано, потому что это чурки, не русские, их не надо на уровень ставить. Может связано с тем, что они военные, и как бы не хочется их баламутить. Не знаю точно, не знаю. Но хотелось бы показать, очень мало сказано про дом взорванный в Волгодонске. Там погибло меньше всего людей. Был подогнан грузовик. И там погибло 19 человек. 16 сентября 1999 года. Волгодонск связан еще с тем, что там, по всей видимости, может, вероятность такая имеется, недалеко находится, по-моему, атомная электростанция, что ли. И как бы показать миру, да, пугали-то весь мир в первую очередь тем, что если эти чеченские террористы начнут взрывать атомную электростанцию, там, атомную там, какую-нибудь там станцию,
то, что может быть там экологическая катастрофа на весь мир. Давайте я вам сейчас покажу вот это видео, и мы перейдем уже к следующей теме. Так, это уже заканчивается. Ночью был взорван дом. Взрывали на рассвете всегда, чтобы как можно больше жертв и не оставалось свидетелей. Дом этот сейчас снесли, и на его месте, на месте этого дома сейчас мемориальную доску установили. Ну вот, где вы видите воронка здесь, видимо, там поставили грузовик и убили своих русских. Кстати, советую, дом после взрыва, Волгодонск, 99 год написано, 9 утра, называется это видео. Советую посмотреть комментарии. Там русские извиняются перед чеченцами. Под видео взрыва этого дома русский извинился перед нами и сказал, что после этого было очень много убийств и так далее. Посмотрите, там никто не обвиняет чеченцев. Уже все говорят о ФСБ и Путине. Вот это, видимо, место взрыва. Не пожалели для своих русских путинцы, ФСБшники, не пожалели взрывчатки. Это не должно быть ненаказуемо. Русские, это ваш человек, вот нам на пепелище сейчас стоит и говорит, это не должно быть остаться ненаказуемым. Осталось 20 лет. Где вы, русские? Почему я не слышу от вас этих роликов, не вижу, что вы вот призываете? А ладно, буйдакск оставим. Не любите вы нас. Даже в себе вы вред готовы нести, чтобы нам, главное, хорошо не было. Ну вот своих смотрите. Смотрите, ваш президент, который в бункере сейчас сидит, за свою шкуру прячется. Бешеная собака. Так, еще раз хочется напомнить, что эти взрывы, после этих взрывов, точнее 22 сентября, когда были задержаны 2 сотрудника ФСБ в Рязани,
23 сентября началась бомбардировка Чеченской республики Ичкерия и окрестностей ее столицы, города Джохара. Стоит также напомнить, что 4 сентября перед взрывом дома в Буйнакске был взрыв в метро в Москве, и таких взрывов было очень много. Нагнеталась постоянная обстановка. Я помню это время, я всегда смотрел новости, слушал радио «Свободу», слушал российские новости. И, конечно же, было такое нагнетание было. Вот приблизительно как сейчас в войне с Украиной постоянно говорили: чеченский след, чеченский терроризм, тут взорвали, там сделали, то сделали. Вот сейчас приблизительно то же самое, что сейчас происходит в Дижоне, во Франции. Приехало несколько человек, десятки, может быть, человек приехало, чеченцев, и из этого раздули, как будто там все чеченцы Европы на танках, БТРах приехали и там бедных, беззащитных наркодилеров там убили. Ну даже рассказывают не как наркодилеров там, как будто там бедных женщин, детей резали и убивали. Поэтому прошу быть аккуратным с этой пропагандой, быть внимательным и постоянно следить, что нам втюхивают.